Янарыш татар халык партиясы или партия возрождения татарского народа. Исянмысыз дуслар. Хочу немного рассказать о нашей партии. Хочу рассказать вам и прокомментировать, на мой взгляд, самые острые темы и вопросы. Сейчас, к сожалению, нет такой силы, которая бы объединяла искусственно разделенный, как географически, так и этнически, наш татарский народ. Поделены русскими властями на десятки групп и подгрупп, поделены на географические названия, искусственно созданные этносы, татарский народ – один из самых разделенных народов мира. Цель и задача партии Янарыш – это объединение и возрождение всего татарского народа. Партия Янарыш должна стать той силой, которая объединит и возродит татар, принеся татарам свободу, независимость и процветание. Янарыш татар халык партиясы – это ценности, права и свободы для абсолютно всех, без исключения татар. Партия Янарыш – это создание демократического, правового, богатого, сильного государства. Партия Янарыш – это демократическая, президентско-парламентская страна, где кандидаты в президенты и парламент будут избираться только на 4 года и только один раз в жизни. Для того, чтобы послужить своему народу, чтобы принести пользу своему государству, вполне достаточно 4 лет. Эти условия будут закреплены в нашей новой Конституции. Человек, занимающий такой высокий, ответственный и важный пост, должен понимать и знать, что за все, что он будет делать во время своей работы президентом, должен будет нести ответственность перед законом, перед народом. Это не должно быть и не будет какой-то прокламации. Это значит, если пообещал и не сделал, в отставку, не ушел добровольно, снесли и президента, и его правительство. Я очень много лестных слов сказал в адрес Рафиса Кашапова и других татар, которые принимали участие в правительстве. И, конечно, я с большим уважением отношусь и сейчас ко всем. Но немного критики пойдет всем на пользу. По-другому не могу. Мы не должны наши болячки прятать, их нужно лечить. Весной 2023 года Рафис Кашапов, премьер-министр в изгнании, объявил о том, что в октябре месяце в Нью-Йорке пройдет всетатарский Курултай, а также Хётор-Кене, рассчитанный на примерно 300-500 человек. Потом они его взяли и перенесли в Турцию, а потом не провели вообще. Что должен сделать Кашапов, который представляет татарский народ? Правильно, уйти в отставку. Сказал, не сделал, уходи в отставку. Или необходимо передать свою безвластную власть молодому, энергичному человеку, который будет что-то делать. Назвавшись премьер-министром, необходимо действовать, ездить по странам, разговаривать с татарскими общинами, привлекать татар к идее о независимости и так далее. Тем более, что Кашапов живет сейчас не в плену, а в нормальном государстве, которое позволяет делать все, что связано с нашей независимостью. Кашапов в интервью на вопрос, знает ли он о партии что-нибудь, сказал, что не знает такую и не знает, кто ее создал. Просто поражает ложь человека, которому я помог стать премьер-министром, которому с первых дней нашего знакомства я говорил о создании, важности создания партии. Мы даже на одном из совещаний поручили создать проект партии Фариту Закиеву, который так ничего и не сделал. Потому что тот возится до сих пор с ВТОЦом, который давно уже не существует. Конечно, никто не отрицает заслуг аксакалов, которые в 90-е годы заставляли русскую власть в лице Шаймиева-Миниханова что-то делать для татарского народа. Но история дает нам всем оценку по результатам. А результат такой. Татары в жопе еще больше, чем были. Мы, живущие здесь, в демократических, свободных странах, должны учиться демократии здесь, где мы сейчас находимся, где нам дают говорить. Мы, татары, должны понять, что президенты, правительство и остальные чиновники – это наши слуги, это наши руки. Это просто исполнители наших требований, наших желаний, это наши приказы. И не исполнять их они не имеют права. Это все равно, что ваша рука, которую вы хотите что-то сделать или что-то взять, например, не делает этого или не слушается вас. Русские коммунякские цари приучили нас к рабскому мышлению о власти.
Нас заставляют думать, что это какие-то божества или божьи помазанники, или кто-то не от мира сего. Но это такие же люди, как мы, и ничем от нас не отличаются. Обманывая нас, вводя в заблуждение, они говорят, что они гаранты, как Конституции и законов. Но мясо и кости не могут быть гарантами того, что должно быть вечным и надежным. Давайте вспомним, где гарант по локоть в крови руками Ельцин, по вине которого утопили в крови чеченцев. Он сдох. Что сделал гарант Путин с Конституцией и законами? Что сделал гарант Путин с нашим татарским языком? Мы все с вами это знаем. В нашем независимом Татарстане нашим гарантом нас всех, и президентов, и чиновников, и наших граждан, будет наша принятая на всеобщем референдуме Конституция Татарстана. Вот Конституция и есть гарант нормального, современного, демократического правового государства. Именно такую политику проводит и будет проводить наша партия «Нарыш». Мы, татары, должны построить сильную правовую страну. Мы должны все, что связано с русским миром, предать забвению, убрать русские названия улиц, площадей, демонтировать все памятники, связанные с русским миром, провести декоммунизацию, провести обязательно дерусификацию 3 раза. Мы не должны жить с не имеющими к татарам никакого отношения ложными символами, целями и идеями. Мы должны быть ответственны за наше будущее поколение татар. Партия «Нарыш» – это татарский государственный язык в Татарстане. И второй, английский язык – это развитие и сохранение культуры и обычаев татарского народа и народов, проживающих на территории независимого Татарстана. Это современные татарские деревни, неразрывно связанные с обычаями и историей татарского народа и возвращающаяся в них молодежь после окончания высших учебных заведений. Очень важно, чтобы мы не теряли связь с деревней, чтобы между деревней и городом был минимальный разрыв, чтобы после учебы молодежь, отучившаяся в университетах, в колледжах, стремилась вернуться в деревню. Для этого мы должны создать условия жизни и работы в деревне не хуже городских. Только благодаря деревне наш народ сохранил язык, наши традиции, нашу идентичность, нашу веру. Партия «Нарыш» или в переводе «Возрождение» – это создание татарского гражданского общества, в котором самым ценным, самым дорогим, самым важным для государства ресурсом будет жизнь татара, человека, гражданина, его здоровье, его свобода. Мы все прекрасно понимаем, что там, где мы сейчас находимся, наша жизнь не ценится вообще. Мы, татары, биоматериал для русских властей, о котором вспоминают при очередных выборах или как пушечное мясо при очередной захватнической войне, затеянной русскими. В новом независимом Татарстане будет так. Интересы гражданина Татарстана – это и есть приоритетные интересы государства. Партия «Нарыш» – это работающие на благо граждан государственные институты в независимом демократическом Татарстане, где личная жизнь человека, его вероисповедание, половая принадлежность, его политические взгляды, сексуальная ориентация, национальность, увлечение, профессиональная деятельность, расовая принадлежность будут под защитой Конституции и законов независимого правового демократического государства Татарстан. Из всего перечисленного выше у большинства татар закипает мозг от фразы «сексуальная ориентация». Возникает очень много вопросов именно из-за этой фразы. Ни один другой тезис, озвученный выше или будет который ниже, нас, получается, не интересует. Но нас интересует, что делают люди со своим телом. Таким образом, мы сами того не ведая, попадаем в русские хорошо продуманные ловушки для населения. Так вот, хочу вам сказать, что последние более чем 20 лет территория под названием Российская Федерация управляется группой геев во главе с Путиным и Медведевым. Последний является как бы мужем. Также 99% Государственной Думы являются преступниками, извращенцами, педофилами, насильниками, во главе которой сейчас находится гей-преступник Володин. Власти
намеренно создают врага и ненависть к определенным группам людей, сообществам, религиозным течениям внутри страны и за ее пределами, чтобы отвлекать от насущных проблем населения, сваливая всю вину за свои ошибки и преступления на них, отводя всю злобу ничего не понимающего населения от себя. Если мы для сравнения сопоставим секс-меньшинство, например, и коммуняк, который до сих пор у власти, только переодевшийся в другую обувь, которые истребили десятки миллионов своих и чужих граждан, то по сравнению с ними первые просто ангелы. Но это не значит, что наше государство должно идеализировать их, рекламировать или создавать им особые условия. Они просто есть. И с этим нужно считаться. Они также должны, как и все граждане независимого демократического Татарстана, защищены быть законами и Конституцией Татарстана. А также, чтобы наше государство смогло как можно быстрее интегрироваться с Европой и другими демократическими странами. Во всех демократических странах, если вы поднимете тему меньшинств, то вас просто не поймут. Никого не интересует, что другой человек делает со своим телом, как его используют. Все занимаются своими делами и свой нос в чужие дела просто не суют. Также свой нос ссувать в личную жизнь не будет иметь права и наше государство. Если вы не хотите, чтобы вам указывали, как вам жить, с кем спать, кому молиться, то вы также не имеете права никому ничего указывать. Партия «Нарыш» никогда не признает никаких границ, районных, областных, республиканских, государственных и любых других границ, если эти границы разделяют физически, делят на части или иным способом наш единый татарский народ в любой стране, государстве или республике. Это самый серьезный вопрос, который касается татаро-башкирских отношений. В одном из интервью лидер башкирского национального движения Руслан Габасов говорит, что когда Башкортостан станет независимым государством, то в Башкортостане будет башкирский государственный язык. И на 30 лет они оставят русский язык как государственный язык межнационального общения. Почему бы Руслану Габасову не отдать, например, еще 30 башкирских деревень на сожжение русским в придачу? Что за реферанс в сторону тех, кто веками нас уничтожает и уничтожал? Кто сжигал башкирские и не только башкирские деревни, сжигали только за то, что называли себя башкортом и были привержены исламу. Разве нас не учит ничему история? За 30 лет новое государство должно вырастить поколение, которое не должно знать русского языка. Вырастить поколение без русскости в мозгах. Людей, которые не подвержены русской пропаганде. Если вы оставите русский язык, то тогда вам придется оставить русское телевидение, радио, книги, школы, тетради, учебники. Вам придется оставить тесную связь с русским миром. Русским нельзя давать даже волосок. Дали волосок, все, от вашей независимости ничего не останется. Через 10-15 лет русские окрепнут. И русский сапог придет к вам наводить конституционный порядок. И нам, как татарскому государству, не безопасно и не безразлично, что соседняя братская страна готова делать такие подарки нашим врагам. Это наши общие враги. И как только мы их изгоним, 95 проблем между нашими народами исчезнет. Ну, это ладно, это же ваша будущая страна и ваше дело, где и как будут жить башкиры. Но самое обидное, даже оскорбительное для нас татар, что Руслан Габасов ничего не говорит о татарах и татарском языке в независимом Башкортостане. Татары в Башкортостане – государствообразующий народ. Нас в Башкортостане почти 2 миллиона человек. Когда русские теканут на свои русские территории, в кавычках, а это, как показывает мировая практика, 70-80%, татары никуда не поедут, потому что это земля татар. Потому что мы находимся на своей земле. Да, это сейчас не территория Татарстана, но это земля татар. И не считаться с этим просто глупость. Я сам говорю и считаю это правильным, что нам сейчас на данном этапе необходимо признать существующие границы до момента становления независимости наших государств. Но это не значит, что при заключении договоров или любых других документов не нужно ссылаться на реалии сегодняшние, которые существуют.
Не считаться с коренным государствообразующим народом и заведомо не обговаривать решение наших общих проблем, не оставляя в будущих независимых государствах право на самоопределение, референдумы и так далее. Иначе мы не будем ничем отличаться от наших угнетателей. Заки Валиди говорил, что эти земли присоединяют не к нам, а нас, башкортов, к ним. И он был против этого. Разве не истина теперь, когда можно посмотреть на русские настройки со стороны, на русские битфортовые шнуры, которые они протянули между нашими братскими народами с расстояния истории? Если Руслан Габасов говорит, что Башкортостан будет демократическим государством, значит, там будут выборы президента, депутатов. И как вы думаете, большинство какой национальности займут люди эти места? Станет ли Руслан Габасов когда-нибудь президентом Башкортостана? Страны, где большинство населения составляют татары, не считаясь с татарами? Ответ очевиден – нет. Если будет все демократично. Если власти независимого Башкортостана не будут решать вопросы демократическими путями, то мы тоже, как соседнее татарское государство, будем иметь право на демократические пути решения, защищая своих татар. 2 миллиона татар просто пройдутся по территории Башкортостана и сделают все, что захотят, вместе с татарами Татарстана, если не будут демократических путей решения. Поэтому нам необходимо решать такие жизненно важные вопросы между нашими странами только демократическими путями. Разговаривать, обсуждать, договариваться, снова разговаривать. И не важно, что сейчас подписываются какие-то влажные документы. Если этот документ не защищает право хотя бы одного татара, то этот документ не имеет никакой силы для нас. Именно так должно поступать сильное демократическое государство, защищая своих граждан. Речь о документе, который подписали с татарской стороны Рафис Кашапов и с башкирской стороны Руслан Габасов весной 2023 года. Документ, который не прошел ни экспертизу, ни исследование, ни обсуждение. Этот документ даже не выставлен был в кашаповском правительстве, за что Кашапова там все материли. В другом интервью Руслан Габасов говорит, когда Башкортостан станет независимым государством, то они будут пытаться присоединить территории в Оренбургской области, где проживают преимущественно башкиры. Все верно, все правильно. Так и нужно поступать. Но получается так, что Башкортостану можно будет присоединять свои территории со своим народом, а татарам и Татарстану нет. Получается, что Руслан Габасов откручивает русские настройки до того момента, когда русские разделили искусственно наш народ, поделив нашу землю на части. Тогда мы, татары, будем вынуждены открутить эти настройки до времен Казанского ханства, когда пришли к нам московские оккупанты. Тогда у нас точно ничего не получится. Будут конфликты и вражда. Но любая вражда заканчивается миром, сколько бы она ни длилась. Нужно ли нам, чтобы с обеих сторон погибла масса народа, чтобы была плохая память о друг друге, калеки, вдовы, сироты? Нужно ли нам, братским народам, все это, которым суждено жить рядом, бок о бок? Можно ли проводить политику в Башкортостане, не считаясь с миллионами татар? Конечно, нет. И никто этого не позволит. Независимый Татарстан обязательно объединит татар, разделенные русскими оккупантами. Еще об одной очень важной вещи хочу сказать. У каждой страны есть небольшой процент населения, который ненавидит соседей. Например, французы ненавидят бельгийцев, бельгийцы ненавидят французов. Такие люди есть и у башкир, и у татар. Это процент населения, небольшой процент населения. В нормальных странах этот процент населения контролируется государством, и он не превышает 1-2 примерно процентов. В таких образованиях, например, как Российская Федерация, эта масса прогрессирует с помощью самого государства. И власти используют настроение забитого пропагандой ненависти населения, нападая на соседние государства, поддерживаемые этим населением. Ну вот и в нашем случае Руслан Габасов, похоже, возглавил эту небольшую группу людей, которые ненавидят татар. В башкирских национальных телеграм-каналах, связанных с Русланом Габасовым, периодически выставляются антитатарские посты, оскорбляющие татар.
Сам Руслан Габасов осенью прошлого года выставил пост позоря наших ребят-героев, которые хотели просто почитать молитвы на Хетер-Кене, при этом использовав фотографии, которые сделали русские чекисты-фашисты, специально сфотографировав их в неприглядном виде. И Руслан Габасов выставил эти фотографии, написав о них очень непристойный пост. Что это? Некий союз с русскими чекистами или просто ненависть, затмившая разум? В том же посте Габасов пишет о нашей партии «Нарыш», что она создана русскими спецслужбами. Там же назначил Кашапова главным над всеми татарами. Сам Кашапов не сказал ни слова в защиту наших ребят, ни о самой ситуации вообще. Так вот, спрашивается, для чего Руслан Габасов настраивает молодежь против братского народа, с которым суждено жить веками в соседстве? Но в каком соседстве? В склоках и вражде, как живут русские с соседями, или в добром, взаимно уважительном братском соседстве? Говорит ли Руслан Габасов, встречаясь в Европе с политиками, с европейскими, о ненависти к татарам? Или это будет сюрпризом для них, когда из-за таких политиков развяжется война между нашими народами? Необходимо молодым политикам, таким как Руслан Габасов, от которых может в дальнейшем зависеть судьба собственного народа, работать с молодежью, просвещать ее, обсуждать проблемы, а не запихивать путем оскорбления и ненависти к другому народу куда-то вглубь, чтобы, накапливаясь там, когда-нибудь из-за ее критической массы произошел конфликт на национальной почве между нашими братскими народами. Я, например, никогда ни про одного башкира не сказал и никогда не скажу плохого слова. И в своих соцсетях удалил ни одного человека, который посмели оскорбить башкир. Партия «Нарыш» не признает любых законов любого государства мира, если эти законы ущемляют права и свободу татар. Партия «Нарыш» – это уважение к соседним странам, государствам и республикам. Это развитие межгосударственных, культурных, экономических, военных и других связей, направлений, которые ведут к укреплению дружбы между народами, ведут к взаимовыгодным экономическим отношениям между нашими странами. Я-Нарыш – это развитие и поддержка малочисленных народов, проживающих на территории независимого Татарстана, поддержка и развитие их культуры, обычаев и их языка. Я-Нарыш – это экологическое чистое производство, экологические заводы и фабрики в Татарстане. Я-Нарыш – это полная социальная поддержка малообеспеченных граждан свободного Татарстана. Это новые передовые мировые технологии. Это новая экономическая политика на основе честных, конкурентных экономических свобод для богатства и процветания каждого гражданина независимого Татарстана. Это государство, где не будет детских домов, где не будет домов престарелых в том виде, в котором они сейчас существуют. Партия «Нарыш» – это независимые суды. Это полная открытость и подотчетность чиновников, политиков, депутатов и служащих каждому гражданину свободного Татарстана. Это выборность начальника татарской полиции, прокуратуры, судей, сельских администраций, глав районов, мэров городов. Партия «Нарыш» – это не возврат к прошлому или старому. Я-Нарыш – это путь в будущее, которое, кроме нас, татар, никто не сделает. Мы призываем к объединению всех татарских общественных, частных, политических, культурных организаций. Все татарские интернет-каналы, группы, социальные сообщества, интернет-сообщества. Мы призываем каждого татара к объединению, где бы он ни находился. Наше будущее зависит только от нас. Бигзу Рахмат.